Вот. Сегодня у нас какое? 14 июля 2022 года. Мы находимся в городе Якутске. И наконец-то долгожданный день настал, когда мы трогаемся в отпуск. В отпуск, да. Поедем далеко. Да нет. Сейчас... не видать. А? Отсюда не видать. Да, отсюда не видать. Сейчас выдвигаемся с одного отдаленного микрорайона города Якутска в сторону другого отдаленного микрорайона, то бишь на переправу, местность Дыркалах. Поедем, посмотрим, как там с паромами. Ну, предварительно заправим автомобиль. Ну, в общем, этот долгожданный миг настал. Ждали мы его долго, целый год. Целый год. Сразу запланировали, как приехали, сразу запланировали, что в следующий год проедем. На дворе у нас вот такая вот погода. 27, по-моему, 28. Да, ну что-то я даже поменьше слышал, в районе 25 градусов, но ощущаются как все 33. Это точно. Жарко, душно. Возможно, к вечеру дождик или после обеда пройдет. Обещали грозу. Но мы об этом наверняка не узнаем. В общем, двигаемся пока на заправку, затем на паром. Короче, едем по городу, заправились. Едем и вспоминаем, кто что забыл. Это ты в основном все забыл? Но у меня не было времени для сборов. Я пришел прямо с работы, прыг в машину, быстренько багажник нацепил и давай все таскать. И все, и мы поехали. Все еще не выехали из города. Прошло сколько? 5 минут? Просто третий. Я думал, ты сказала третий причал. Я поэтому и подумал, что здесь может сразу написано, куда ехать, поэтому на всякий случай. Короче, приехали вот в накопитель. Четверг, 12:54. Куда все эти люди ездят? Курулуры. Курулуры. Да, сейчас, короче, дождемся своей этой очереди. И все. На паромную переправу прибыли. Стоим в накопителе. Народу подозрительно много. Либо праздник какой-то вечером на том берегу, либо я не знаю что. Либо одно из двух. Поезд какой-нибудь. Не, на поезд же они транзитом. Нет, ну может быть сами люди отвозят. Ну правда, что-то обычно проезжаешь, когда мимо переправу, тут такого количества нету. Вот мы выбрали именно тот день и тот час, когда столпотворение тут случилось. Ну ладно, мы в принципе никуда не торопимся совершенно. В общем, мы здесь уже торчим час и 10 минут. И изменения такие малозаметные. Вообще незаметные. Да, как бы вот как заехали, так и стоим. Ну, понятно, что вокруг нас едут. Сейчас вот надеюсь, что 2 ряда уйдут, и мы третьим рядом уйдем. 2 парома причаливают. Я надеюсь, все эти ряды в них влезут, и мы на 3-м пароме уедем. Оттуда этого. Но нам еще ждать 3-го парома. Да, нам скорее всего ждать 3-го парома. Хотя в этом ряду, по-моему, 2 фуры всего, и тут 1. Поэтому мелких много на паром набивается, очень много. Он 45-50 машин, мне кажется, может забрать. Ну, 16 только в этом ряду. В этом ряду. А тут их, наверное, по 25, наверное, по 25 полтинник есть еще. В общем, как-то так. Надо еще водички налить. Короче, дождались мы своей очереди. Въезжаем на паром вместе с грузовыми автомобилями, с фурами. Сейчас пока не рисует. Да, там надо еще посмотреть, как мы туда будем заезжать. Но мы-то, по-моему, всяко въезжаем. Вот, ну, с фурами неудобно, они вонять потом начнут.
Ну все, мы на пароме. Да, слава богу. Сколько времени прошло в очереди? Ёлки-палки, 47, почти 2 часа. Вот так. О, наше развлечение. А вообще река Лена в промежутке между Якутском и Нижним Бестяхом занимает расстояние 5, а может быть даже и 7 километров. Точных данных нет. А вот навстречу нам попадается теплоход на подводных крыльях, так называемая ракета. А это, судя по всему, теплоход Виктор Рукавишников. Ну или очень похоже на него. Аккуратненько надо будет причаливать. Вот один, а он может, кстати, вот сюда вот сейчас. Он может и вот сюда сейчас причалить. Сейчас вперед зайдет и задом. Вот сюда все-таки или туда? Такой вот причал. Или туда. Или сюда. Думаешь? А, ну да, загибает, ага. Вот мы съехали на вторую. В первых рядах съехали. Да? Я сейчас доедем туда. Вот, все, мы на этом берегу. Вот у нас вывеска Нижний Бестях, знаки соответствующие. Нас снимает камера. Вот тут справа у нас открывается потрясающий вид на речку. На реку. Это не речка какая-то, на переплыве. Ох, какие там буруны. Да, нет. Асфальт был вот такой. Поселок Нижний Бестях. Налево Чурапча, направо Большой в небе. Нам в Большой небе. Вот там какой-то памятник установили, да, или он был? Кто-то на коне, с копьем или с чем. Что-то непонятно.
была, скорее всего, так Не, себе. вода там много чего Ничего не поменялось. было. А тут же это улица торговых центров. Центральная. Ленина, по-моему, она. Доброцен, смотри. Вон, О, нифига. Что? Доброцен. А в Якутске Туда нету. заедем? Что там есть? А тут нельзя. Доброценная. Это, короче, типа светофора. Выгнала? Нет. Почти проехали мы Вестях, затарились всякой снедью, вкусняшками. И пока ходили, пошел дождик. Мелкий пока. Мелкодисперсный. В общем, едем дальше, выезжаем из Бестяхов. Нижний Бестях закончен. Тут, правда, что-то строят. Смотри, какие-то опять магазины. Внимание, остаток бака 0. Ну все, мы вырвались на оперативный простор. Время только 5 часов. С началом пути. Да. Давай бутылку. А ты-то куда полезла? Наливать. А, А наливать? зачем ты так пить? Так? Не, Ну, с бутылки не прямо могу. пей. бутылки пей. Это потом туда, если сок налить или чай, у тебя же бутылка есть. Давай ей. Оттуда пей. Давай чокнемся. Потому Ну, что, ура, ура, дзынь. ура, ура, начало путешествия. Ну, Начало путешествия. привет пока. Так не бывает, бывает. Остановились, блин. Дождь Ну, давай идет. ешь. Жуешь, да? Что мы? На скоряк поели, вроде бы наелись. Первый ужин в дороге. Вон дорога. Обедужин. Обычное явление. Такие лошади. Вот такие вот курочки лежат. Да, вот две лошади. Три. С какой стороны их объезжать? Это Жеребеночек, да? Ну да. Ну, номер 10 одна. На одной бортовой номер есть, значит, чья-то. Доехали до кафе Легион на 130 километре. Кафе стоит, все точно так же. Только еще небольшой бонус. Никого здесь нету. Вообще классно. Может быть, день такой, может, в выходные тут, в принципе, и хорошо с народом, но сейчас вообще. Ну, Собакин. Там
туалеты открытые на улице. А там внизу трасса. В общем, ничего не меняется на этой дороге. Все точно так же, как и было. Едем потихоньку, такие виды классно. Там, по-моему, лес сгоревший, да, стоит? Да, Черный, бурый. Вот такие вот стояночки у нас тут постоянно попадаются. эстакада видно. Да, эстакада, да. А это первый ЖД мост от Якутска. Это вот он самый-самый первый на этой дороге. Смотри, через дорогу. Но он давно стоит, он очень давно стоит. Он стоял, когда еще поезда даже сюда не планировались, по-моему, идти. Он очень давно стоит. Я когда первый раз увидел, думаю, а что это такое? Да, там поезда едут. Ты там ни разу не попадался? Не, а здесь ни разу, но... Ой, Доехали до края земли. дорога в облаках закончилась. Да, началась все, дорога вот, в- короче, ехали по Ага, асфальту. дорога в Какой-то облаках. 150-й километр. Короче говоря, конь не валялся с прошлого года, походу, ну, на этом участке. Но она здесь еще терпимая, в принципе. Посмотри, сколько засеки, сколько будет она длиться. Она 10 километров будет длиться, потом асфальт, потом опять. Так что все как тут было, так и осталось. Ничего не меняется. Привет. Нам поезд передал привет. Еще раз доброе утречко. Сегодня у нас 15 июля, год 2022. Мы находимся в пригороде города Томот. Пересекли реку Алдан, пересекли город и остановились на выезде из города. Значит, остановились на стоянке с кафешками. Заправочная станция здесь есть. Вчера ехали до темноты, и около 12 часов мы, по-моему, подъехали к тому месту, где мы остановились на ночевку. Дорога, скажем так, была не в лучшем своем состоянии. Асфальт есть, но не везде. После Передулу, после 150-го километра было 3 больших куска грунтовой дороги, подготовленной к укладке асфальтом. В общем, грунт разный. Ехать бывает тяжело, бывает в принципе нормально. Ну, добрались до Улу, дальше до Амги, все по асфальту, и перед Томутом у нас был еще кусочек плохой дороги. Сейчас здесь туман уже рассеивается. Поначалу проснулись, вообще молоко было. Ну, это обычное явление для Алдана, Томота. В принципе, все хорошо. Ну, вот, проснулись, попили чай, кофе, кто чай, кто кофе. А вот здание с туалетом и душем, оно не работает. Оно работает с 8 часов, поэтому люди мучаются. Вот начинают просыпаться дальнобойщики, сейчас разъезжаться будут. Мы тоже сейчас посидим немножко, чай, кофе попьем и поедем. Вот там вот, сейчас не знаю, камера захватит или нет, но там такой прекрасный вид на гору. Там река, и над рекой стоит туман. Не знаю, видно или не видно, попробую потом приблизить, может быть. Просто облако здесь. Классно. Вообще настроение, конечно, супер, несмотря на то, что ночевали в машине. Все равно настроение супер. Лето, отпуск, что еще надо? Просто кайф.
Классно. Да, и бензин здесь дешевый, 52,90. Ну, уже дешевле намного, нежели чем в Якутске, 56-57 рублей. Ну, в общем, как-то вот так. Сейчас будем двигаться дальше. Посмотрим, что у нас получится. Так, вот мы выезжаем из города Томмот. Вот табличка, вот такие красивенькие виды. Вторник, среда, четверг, пятница. Вчера какой день? Правильно, четверг. А завтра будет? Завал. Нет, ни разу же здесь не останавливались. О, река шумит. Река Якокит. Прям к воде можно подойти. Мост через реку. Там вот мы остановились. О, прикольно, под мостом. Такая вот река. Холодная. Может, спиннинг покидать? Вот так вот мы решили потрапезничать, пикничок себе устроить на берегу реки в 8 утра. Классно все. Достали столик, поставили кресло, вскипятили чай, купили чаю. Вот на газовой плиточке. Вообще круто. Водица холодная. Но рыбы, говорят, вернее не говорят, я попробовал, покидал спиннинг, ничего тут нету, и даже мальков не видно. Вот так вот. Под мостом. Правда, машины уже начинают ездить. Сейчас было 1-2 машины в 15 минут. А сейчас уже побольше. У нас место красивое. Там деревья такие огромные. Грузовики ездят. Смотрят все. Классно. Речка горная. Бежит быстро, каменистая. По идее, рыба должна быть, но почему-то, может, место такое, может, под мостом, но мальков нету совершенно. А климат здесь уже другой. Между Алданом и Томмотом все-таки свой микроклимат. Здесь все как-то по-другому. Прям все. Кира от воды прямо не отходит, кидает камни туда. Ну, в общем, утро у нас задалось. Утро прям вообще чудесное, погода чудесная, настроение великолепное. Вчера проехали, конечно, ночью. Немножко ехали мы до 12. В той стороне у нас находится Алдан.
А вот здесь прямо Якокит. Начинается поселочек. Он небольшой. Не знаю, тут прям слышно, как шумит река. Вообще обалденно. Просто обалденно. Какая-то станция, что ли, стоит. Там поезд, кран. Прямо как будто бы, вот отсюда кажется, как будто бы прямо в горе. Ну, наконец-то побываем здесь своими ногами. Вот она, стелла Алдан. Так интересно сделано. Прям такие гаечки на 30 или на сколько там, на 32. И национальные 3 столба. Ну и... Имитированное дерево. Да, Тряпочки нет. якобы дерево, якобы куст. А у нас тряпочки нет. Если что, мы его обгоняли, но решили чуть-чуть притормозить. И теперь за ним долго-долго поедем. Ну вот, начался Алдан. Двухэтажные дома. Смотри, у них какие. Частный сектор. Впервые так медленно здесь едем. Мы в основном ночью. Нет, мы его вечером всегда проезжаем. Ну, вот там какой-то, смотри, пятиэтажка стоит. Хорошо, медленно едет. Все, можно снять. Вот теперь вопрос, куда он поедет, прямо или... А, ему прямо нельзя. Так же едем по Алдану. Красота тут неописуемая. Вот многоэтажные дома. Ох ты, даже 5 этажей, больше. Нет. А, мы же где-то вот там вот пытались гостиницу снять, да? Да, смотри, вон там вот мы были. Вон там, где вывеска зеленая горит.
на А360, река Арто-Сала, или ручей, скорее всего, наверное, ручей. И получается кафешки, которые стоят на выезде. Вот оно, это место. Там сейчас мы заедем на заправочку, заправимся до полного и поедем дальше. Все, с Молданом мы прощаемся. Вот здесь даже 51-50. Опа, а здесь 62. А мы где, на какой заправлялись-то? Вот подъезжаем к горам, все ближе и ближе. Это одна из самых высоких географических точек на трассе А360 Лена, и возвышается она на 1360 метров над уровнем моря. Холодно, красиво, таинственно. Здесь живут боги. До Якутска 469 километров. Вот растут на кедровом сланнике шишечки. Молоденькие еще, зелененькие, орешков-то еще не наблюдается, но есть. Пахнет. Прям, ага, такие. Ой, тут все в нем. Интересно, там есть что, нет в них? Жесткая шишка. Ну, везде все в шишках. А здесь прям совсем зеленые еще шишки. Да, совсем зеленые. Назад поедем, соберем. Это у нас кафе Транзит в Большом Хатыми. Большой Хатыми, большой. Кофемашину сдали в ремонт, и кофе здесь нету. Так долго ехал, думал, кофе попью, и не попил. Печально.
Чульман – поселок городского типа в Нерюнгринском районе на одноименной реке Чульман. Через поселок проходит Аям и трасса А360. Основан в 1926 году. В этом году его население составляло всего 19 человек, а первоначальное название – поселок Утесный. В 1934 году Чульман стал крупным населенным пунктом Тимтонского района. Здесь проживало 503 человека. Имелись мастерские, кирпичный завод, угольная шахта, небольшая электростанция, почта, телеграф, телефон, радиостанция и больница. В 1941 году центр Тимтонского района был перенесен из поселка Нагород в поселок Чульман. С 1943 по 1963 год Чульман был центром Тимтонского района. А в 70-е и 80-е годы Чульман стал базой для строительства города Нерюнгри. В 1989 году численность населения была на пике и составляла 17 354 человека, а по данным на 2021 год население составляет 7285 человек. Попытались заехать в столовую Айко, так как время было обеденное, но ничего не получилось. Столовая оказалась уже закрыта. Там очень странный режим работы. Но раз уж не получилось с одной столовой, будем пытаться искать другую столовую. Пообедали, короче говоря, вот в этой вот столовой. Вкусно, недорого. Вообще очень хорошо получилось. Эта столовка находится на въезде в Чульман, где развилка на Объездную и на саму улицу Советскую. Вообще прям хорошо, всем понравилось. Даже ребенок наелся. Хорошая столовка. И вот, наконец-то, впервые мы въезжаем в Серебряный Бор. Вот эта площадочка. Нифига, на кипяток. Понятно, почему здесь никого нету. Горячая.
Да, да. Мост стоит, вернее, мост Ой, делается. его тут точно покидать. Да, 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 да. Ешь, я по карте смотрел. Короче, заехали на Ингру, на речку. Я покидал спиннинг. Сколько раз кидал? Не знаю, я не считал. Ничего нету. Ну, есть, но, ну, короче, не на эту блесну, не на этот спиннинг, не знаю. Не день сегодня такой. В общем, короче говоря, ничего даже не дернуло. В общем, вот так вот, ну, такая хорошая речка. Вода чистенькая бежит. Камушки на дне. Едем дальше. А вот мы въезжаем впервые в Золотинку. Это уже обозначено как станция, но поселок еще существует. И вроде как по информации из интернета в нем 500 человек проживает постоянно. Тут тюли висят, ага, вот этот жилой дом, шторки, там все дела. Так, проедем же, да, вокруг? Надеюсь, ни во что не упрямся. Смотри, как прикольно. Подъезд номер 2. И прямо на земле двери. Вот так вот. Вот, видишь, а тут прям все, он забито, этот дом почти нежилой. Первый подъезд нежилой. Детская площадка стоит. Вот это красотища! Не знаю, камера, конечно, не передаст всю полноты этой картины. Просто обалдеть. Здесь еще такой воздух. Ой-ой-ой. Ой, красота. Классно. Вот так вот. Есть на что посмотреть. Да, вспомнил. Короче говоря, здесь живет только метеоролог. Здесь все заброшено абсолютно. Вот я тебе говорю, что он брошен. Где-то здесь он, по-моему. Или вот в этом доме, то ли в чем. Да, где стекла вставлены, скорее всего, там он и живет. А здесь все уже потеряно. А так все. Граница республики. Доехали. А это кто растет, кстати? Это тополь. А у него такие эти... Да, у него такие продольные. Нет, вон видишь какие-то, Как лавровый лист. как ягодки. Да-да-да. Ну вот спускаемся мы к двум столбам. Памятный знак. Такая красотень.
все теряется вдали. Горы, 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 тайга, тайга, тайга. Мы остановились у ручья оленей. Или оленей. Не знаю, как правильно. Вот такой тут не очень симпатичный ручей, но очень холодный и очень чистая вода. И вот мы сидим и кушаем. Это у нас... А что это у нас? Полдник или ужин? Ужин. Ну, вот так вот все хорошо. Вкусно. Главное, комарики не кусают пока что. Фу. Мы приехали в Тынду. Да. Слушай, он большой, да? Я снимаю, чтобы выложить в WhatsApp. Да делай, что хочешь. О, папа, смотри, ты идет. Угу. Вокзал Тында. Смотри, ну правда не маленький, нифига. Прикольно, вообще прикольно. Кстати, здесь ничего нет. Пойдем, да, время, конечно, ночное. Что такое? Ну, паровоз как настоящий, он и есть настоящий. Чух-чух, ага. Вот это, блин.
Ну, так покрашен хорошо. Прям вот как будто взял, запустил его и как помчался. Насколько тут гаечка. Ух. Ну, ванне ем. Эх, плохо видно, конечно. Ничего. Магистраль. Угу. Вот такая вот статуя Бабочка. с гербом СССР еще. Классно. Учебный. Учебный центр.